да, не считался, что у нас Зеленский такой, он полуватный, да, не патриот, да, а Петр Алексеевич, наш главный патриот, этого не сделал. Вот и все, простые действия, и все. Слова ничего не значат. Ну, вот, ты политические события комментируешь у себя периодически в Фейсбуке, бывает, и тебе прилетает за то, что когда ты критикуешь Зеленского. Мне очень нравится вот это вот ботовское такое, оно однообразное на протяжении 2 лет. Он тебя освободил, а ты неблагодарен. Да. Вот такое. Ну, мне прилетает и от ботов Зеленского, от ботов Порошенко, от ботов там, ольгинских, путинских, там, постоянно. Ну, у меня своя точка зрения, я ни на кого не ориентируюсь. Я сужу по поступкам. То есть я не являюсь поклонником Петра Алексеевича или Владимира Александровича. Я являюсь патриотом Украины и украинского народа. Ну, когда ты замечаешь то, что для тебя тоже становится неожиданным, ты же задаешься вопросом, а что же происходит? Что же с Владимиром Александровичем? Я тоже пытаюсь это анализировать. Да. Но и как ты себе объясняешь эти трансформации? Я что-то не знаю, я про это не говорю. Я лучше помолчу, подумаю, пообщаюсь с людьми, которые больше в курсе, подожду новой информации, и когда уже точно что-то уверен, тогда про это говорю. Ну, еще что ты режиссер, ты верю, не верю, можешь играть очень хорошо. То есть, анализируя. Вот веришь? Ну, все политики хорошие актеры, понимаете. Тут у нас сейчас две политические фигуры большие. Да, профессиональный актер, который стал президентом, президент, который хорошо имеет тоже актерские способности, бывший наш 5-й президент. Ну, все, это политическая борьба. Но она всегда такая была, во всех странах она достаточно грязная получается. Просто у нас, если бы не было войны, не было бы оккупации, не было пророссийских сил, и, грубо говоря, соревновались внутри страны Порошенко и Зеленский, то это была нормальная политическая борьба. То есть это нормально. Это нормально, да. Смотрите, что происходит в Америке. Трамп и Байден, помню. Страна тоже практически на 2 лагеря раскололась, там уже некоторые идут штурмовать Капитолий, то есть такого не было, да. То есть это тоже, но американская система, демократии выстояла, да. У нас тоже было хорошо, у нас есть Россия, Путин, агрессия, оккупация, и это накладывается, я так понимаешь, на все это дело. А на твой взгляд, то, что происходит с Зеленским, потому что вот эти санкции, это просто обычная трансформация, которая происходит с каждым украинским президентом, который приходит на голосах Востока, а потом всегда смещается вот так в центр и сказал Портников золотую фразу, нам мне очень нравится, что любой украинский президент рано или поздно становится националистом или едет в Ростов. Вот это все. То есть он вынужден, эта должность вынуждена занимать проукраинскую позицию, она, соответственно, более националистическая, и ты уже вынужден эти вещи артикулировать, ты этого не хотел. И Зеленский приходил с такими гаслами, что вот некую резницу, а потом мы уже шукаем мир в глазах Путина, а потом уже это не работает, ему приходится туда дрейфовать, получается. Петр Алексеевич также приходил, тоже был центрист, и потом он дрейфовал, получается, больше в националистическое крыло. То есть это нормально. Но в данном случае я думаю, что не только то, что в Владимире Александровиче проснулся патриот, думаю, он уже хочет, с одной стороны, отрезать тех людей, которые убегают к нему ПЗЖ, получается, да, то есть это видно перетекание избирателей, с другой стороны, патриотов, которые не являются большими прихильниками Петра Алексеевича, да, себе показать, что я тоже борюсь. То есть это политическая борьба, но в данном случае его действия совпали с интересами Украины, я это поддерживаю. Это достаточное действие? Например, он должен быть радикальным, скажем, запрещать партии шария. Это не радикализм, понимаешь? Это борьба за... Нет, я говорю, должен ли он быть еще радикальнее, чем сейчас? Ну, естественно, то есть партия шария должна быть запрещена на территории Украины. ОПЗЖ однозначно запрещена на территории Украины. То есть коммунисты запретили, а чем эти лучше? Они работают на врага. Это открытые, то есть если коммунисты работали на страну, которой нету, получается, тянули нас в прошлое, то есть какие-то некроманты, понимаешь, да, то эти тянут нас в сторону врага, откусывают большое число населения, понимаешь, промывают им мозги, да. Мы должны заниматься этим. Мы не можем наступать информационно, то есть у нас нет таких ресурсов медиа, что у нас не такой канал с тобой, что можем вещать на всю Россию, пытаться их что-то взять мнение. Мы хотя бы защищаться должны, понимаешь, а мы не можем, они влезли к нам в хату, получается, и уже сидят сапогами на нашей постели. Люди, которые 20% почти голосующих за ОПЗЖ и 3-4 или по-разному, 8 за шария. Вот куда они перетекут? Это большая часть Украины, да? Я не знаю, куда они перетекут, понимаешь? Людей можно потихоньку мнение менять, понимаешь? То есть мнение Украины, которое было в 91 году относительно независимости Украины, и сейчас это разные мнения, понимаешь? И процент тогда людей, голосовавших за независимую Украину, за такие сейчас правильные, которые для нас уже являются стандартными вещами проукраинскими, тогда это было людей мало. То есть люди меняются, потому что они получают какой-то опыт, какой-то досвид, какую-то информацию получается. А сейчас вместо нормальной информации им впихивают эту пророссийскую все это лайно.